Добрый день, я Сергей Гуриев, я соавтор книги «Диктаторы обмана», по-английски «Spin Dictators». Для меня большая честь и радость обратиться к вам по поводу выхода нашей книги с Дэниелом Тризманом на казахском языке. Я знаю, что по-казахски она называется «Айлакер Диктаторлар», и я видел обложка очень удачная, очень часто переводные издания выходят с той же самой обложкой, с которой издана исходная книга, но в этом случае издательство Amal Books на самом деле придумало эту самую интересную обложку с волком в овечьей шкуре. Я хотел бы поблагодарить лично Бахеджана Бухарбая за то, что он взялся за этот проект, и действительно я очень рад, что книга вышла на казахском языке. В этой книге много говорится про Казахстан, и я надеюсь, что у нее будет много казахстанских читателей. Я хотел бы вкратце рассказать, о чем эта книга и откуда она взялась. Дело в том, что Дэниел Тризман – это человек, который интересуется Россией. Он на самом деле один из ведущих политологов, работающих не только над Россией, над многими другими вопросами, но он написал несколько книг про Россию. Мы давно знакомы, мы давно хотели что-то сделать вместе. И как раз, когда я перестал быть ректором РЭШ, у меня появилось время для того, чтобы начинать новые исследовательские проекты. И как раз в 2014 году мы поняли с Дэниелом, что российский режим меняется, и нам стало интересно, как именно происходит эта трансформация. Соответственно, мы начали документировать то, как устроены нарративы российского режима, как устроен уровень репрессий, как устроена цензура и пропаганда. И мы поняли, что на самом деле ничего уникального в российском режиме нет. Мы посмотрели на другие страны, тоже собрали данные об уровне репрессий во всем мире, во всех авторитарных режимах, о содержании речей недемократических лидеров, о том, как работает цензура и пропаганда в современных недемократических режимах. Мы также написали статью про популярность недемократических лидеров, используя данные Gallup World Poll. Это данные, которые доступны, начиная с 2007 года. У нас был массив данных примерно в 10 лет. Соответственно, у нас было несколько научных статей, у нас была теоретическая модель современных недемократических режимов, у нас были эмпирические наблюдения, мы опубликовали эти статьи, и в какой-то момент мы решили, что нужно написать про это книгу. Самое интересное, что по мере того, как мы писали эту книгу, в мире произошло много новых событий, и в частности, хотя мы считаем, что российский режим был одним из самых интересных и сложных режимов типа диктатура обмана, spin dictatorship, как раз в 2022 году, когда вышла наша книга, российский режим перешел назад к старой модели, основанной не на манипуляции информацией, а на открытых репрессиях. Мы называем такие диктатуры 20 века, мы их называем диктатурами страха. И как раз в феврале, в марте 2022 года российский режим фактически перешел из новой модели в старую модель. Наша книга была закончена в мае 2021 года, и мы, конечно, не могли предсказать то, что произойдет в 2022 году, хотя уже в этой рукописи, в первом варианте этой книги, мы говорили о том, что признаки такого обратного перехода есть, российские граждане начинают бояться. Напомню, что в начале 2021 года в Россию вернулся Алексей Навальный, протесты по поводу его ареста были жестоко подавлены, и в российском обществе уже в социологических опросах был виден рост страха. Поэтому мы действительно в первой главе упоминаем о том, что Россия, может быть, направляется в сторону диктатуры страха. Тем не менее, в основном мы говорим о России в этой книге как о диктатуре обмана, и поэтому нам пришлось, на самом деле, для второго издания книги, которое вышло в 2023 году, написать новое предисловие. Насколько я понимаю, в казахском издании такое предисловие тоже есть. Предисловие, которое мы написали в сентябре 2022 года с учетом того, что произошло в мире, в России, в Украине в течение 2021-2022 года. Мы также упоминаем и события января 2022 года в Казахстане. Правда, я должен сказать, что мы допустили очень
очень стыдную ошибку. На первой же странице есть опечатка, что это событие 21 года, а не 22. Ну, понятно, что из контекста понятно, о чем идет речь. О чем эта книга? Книга как раз документирует трансформацию, качественную трансформацию недемократических режимов по всему миру. Раньше диктатуры были открытыми, идеологическими. Они не стеснялись того, что они диктатуры. Они не стеснялись того, что они занимаются идеологической пропагандой и цензурой. Грубо говоря, в Советском Союзе был главлит, было Министерство цензуры. В Советской Конституции было написано, что коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой общества. Ни о какой мультипартийной системе, многопартийной системе речь не шла. Была идеология и были открытые репрессии. Иногда более интенсивные, иногда менее интенсивные. Но самое главное, что эти режимы, такие как Советский Союз, гитлеровская Германия, Китай Мао Цзэдуна, Кампучия Пол Пота, не стеснялись того, что они сажают людей в тюрьму, убивают людей. Были статьи Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность и пропаганду. В этом смысле диктатуры гордились тем, что они диктатуры. Сегодняшние недемократические режимы в большинстве своем, мы показываем в книге на данных, что большинство недемократических режимов сегодня – это диктатура обмана. Это диктатуры, которые притворяются демократиями. Это диктатуры, которые имеют выборы, многопартийную систему, парламент, в котором есть больше, чем одна партия. Это диктатуры, в которых цензура является скрытой, и граждане могут даже не знать, что они живут в стране с цензурируемой прессой. Это диктатура, где пропаганда устроена не идеологически, у таких режимов, как правило, нет идеологии. Это пропаганда, которая на самом деле рассказывает историю о том, что лидер компетентен. Лидер управляет страной лучше, чем любая возможная альтернатива. И если вы посмотрите на содержание речей новых диктаторов, старых диктаторов, вы увидите, что старые диктаторы говорили о насилии, репрессиях, идеологии, врагах. Новые диктаторы говорят об инфляции, безработице, образовании, неравенстве, как и демократический лидер. Если просто посчитать слова, то видно, что между выступлениями, между текстами выступлений новых диктаторов и демократических лидеров нет статистической значимой разницы. В то время как диктаторы 20 века имели такую статистически значимую разницу, они говорили больше о насилии, репрессиях, страхе и идеологии. В этом смысле это интересный феномен, и в книге мы говорим о том, что, во-первых, его можно и нужно задокументировать. Это первая часть нашей книги. Вторая часть нашей книги – это объяснение того, как эти режимы функционируют. Мы говорим о том, как эти режимы используют насилие скрытым образом. Насилие по-прежнему есть, репрессии по-прежнему есть, но режимы их отрицают. Они сажают оппозиционеров в тюрьму и говорят: мы посадили этого человека в тюрьму, потому что он не заплатил налоги. Или обманул косметическую компанию, как это было в случае с Алексеем Навальным. У нас нет политических заключенных. Только в 2022 году, в 2023 году Алексей Навальный начал получать новые сроки по статьям, которые можно назвать политическими. До этого все его статьи были экономическими. И это не только Россия, в других недемократических странах происходит то же самое. Конечно, старые режимы остались. Северная Корея, Сирия. Такие режимы, которые напоминают Советский Союз или гитлеровскую Германию, существуют, но их меньшинство. Итак, во второй части мы рассказываем о том, как устроено насилие в таких режимах, как устроена цензура, как устроена пропаганда, как устроены выборы, как устроены международные отношения таких режимов с остальными странами. Почему это важно? Потому что старые режимы изолировали себя от окружающего мира. Новые режимы как раз и хотят быть интегрированы в мировую экономику, потому что они притворяются демократиями именно для того, чтобы быть рукопожатными, чтобы ездить в Давос, чтобы встречаться с демократическими лидерами, чтобы привлекать иностранные инвестиции и технологии. И в этом смысле даже интересно, что старые лидеры одевались в военную или полувоенную форму, а новые лидеры одеваются в деловой костюм для того, чтобы выглядеть как нормальный демократический лидер.
В третьей части нашей книги мы отвечаем на следующие два вопроса. Во-первых, почему произошла эта трансформация? А во-вторых, что Западу, демократическим странам, нужно делать с такого рода режимами? Как отвечать на эту трансформацию? Соответственно, в 7 главе, где мы обсуждаем то, откуда взялись эти режимы, мы говорим о том, что это результат действия так называемого модернизационного коктейля, куда входит модернизация, экономическая трансформация, глобализация, приход новых технологий, особенно технологий коммуникации. В современном мире диктатору старого образца существовать трудно. Давайте посмотрим на Северную Корею. Даже Северная Корея сейчас меняется, но в целом Северная Корея, страна, которая изолирована от всего мира, не может процветать. Процветание берется от иностранных инвестиций, технологий, от экспорта, который, в свою очередь, легче делать, если вас мировое сообщество не считает открытым извергом и убийцей. Соответственно, вот эта трансформация модели экономического роста приводит к тому, что современным диктаторам легче функционировать, притворяясь демократами. Еще одна важная вещь – это, безусловно, конец Советского Союза, падение Берлинской стены. Это важно, потому что до конца советской модели у Запада был экзистенциальный враг. Запад понимал, что есть большая часть мира, которая настроена против западной модели, и, соответственно, они закрывали глаза на открытых диктаторов правого толка. У вас есть Пиночет, он нарушает права человека, пытает, убивает в огромных количествах оппозиционеров, но он против коммунистов. И, соответственно, он на нашей стороне. И, соответственно, американское общество, правительство, некоммерческие организации закрывали на это глаза. После падения Берлинской стены такого экзистенциального врага не было. И, соответственно, западное сообщество начало говорить о том, что мы не потерпим нарушения прав человека. Мир, кстати, стал более прозрачным из-за развития телекоммуникаций. Очень трудно быть открытым диктатором так, чтобы об этом не знал, условно говоря, средний американец или француз. Поэтому, безусловно, вот эта трансформация тоже сыграла свою роль. И в последней главе мы говорим о том, что же делать с такого рода режимами. И мы говорим о том, что в таких режимах обычно есть здоровые силы, есть гражданское общество, есть легитимные бизнесмены, не коррумпированные правительством, есть студенты, ученые, эксперты, журналисты, и с ними нужно поддерживать контакт. При этом этот контакт должен быть с открытыми глазами. В том смысле, что когда вы встречаетесь в Давосе с недемократом, ничего страшного нет в том, чтобы пожать ему руку. Но надо помнить, говорить ему и себе, и своим согражданам, что нарушение прав человека есть, что этот человек выигрывает выборы нечестно, что у него есть скрытая цензура, что на самом деле эту страну нельзя назвать демократией. Еще очень важно защитить международные организации от проникновения такого рода режимов, потому что эти режимы пытаются внедриться в международные организации и использовать их в своих интересах. И, безусловно, необходимо все-таки избегать двойных стандартов, потому что когда Запад делает то, за что демократическим лидерам должно быть стыдно, это используется как нарратив для убеждения своих собственных граждан. И в этом смысле каждый раз, когда Запад нарушает свои собственные принципы, современный диктатор говорит: вот вы меня обвиняете в том, что у меня выборы нечестные, посмотрите на них. Вы обвиняете меня в том, что я защищаю демократию недемократическими методами, посмотрите на них. И в этом смысле, к сожалению, двойные стандарты крайне опасны. Но заканчиваем мы книгу на оптимистической ноте. Они притворяются демократическими лидерами, потому что демократия популярна. Никто в мире не хочет жить в диктатуре, в открытой диктатуре советского или гитлеровского типа. И это на самом деле хорошая новость. У этих диктаторов нет другой идеи, нет хорошей модели. Они притворяются демократами, потому что граждане хотят жить в демократии. Спасибо большое, приятного чтения. Присылайте вопросы, я попробую на них ответить.